Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы в прямом эфире. Это программа «Якутск сегодня». Выходим одновременно и на телевидение, и радио. ТИТИМ, Саха-радио, это национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущий Юрий Сергеев. Здравствуйте. В нашей сегодняшней передаче в рубрике «У микрофона депутаты» принимают участие. Я их представлю. Это народные депутаты Государственного собрания Иль-Тумен Республики Саха-Якутия 7-го созыва. Председатель постоянного комитета Иль-Тумен по охране здоровья Светлана Николаевна Давыдова. Здравствуйте. Здравствуйте. Народные депутаты, члены комитета Иван Петрович Луцкан. Добрый день. Афанасий Васильевич Постников. Добрый день. И Егор Анатольевич Григорьев. Здравствуйте. Тема сегодняшней передачи о работе Постоянного комитета по охране здоровья нашего парламента. Вот, уважаемые телезрители и радиослушатели, я думаю, что тема сегодня будет действительно актуальная и, я думаю, затронет многих. Так, хотелось, конечно, Светлане Николаевне первый вопрос задать, как руководителю постоянного комитета. Вот несколько слов, наверное, скажете об основных направлениях деятельности, вашего комитета. Над какими законопроектами сегодня работает ваш профильный комитет. Может, какие-то, скажем так, итоги подведете прошлого года. Спасибо большое за приглашение в эфир. В течение 2024 года наш комитет прорабатывал вопросы, именно касающиеся работы кадровой системы в первичном звене. И, в общем, конечно, по здравоохранению. Мы понимаем, что и по всей Российской Федерации, и у нас, конечно, в республике вопрос обеспечения кадрами, медицинскими кадрами, он стоит остро. И, конечно, наш комитет совместно с моими коллегами первым вопросом, который мы прорабатывали в течение, осенней сессии 23-го и в течение вообще всей весны 24-го года, это был кадровый вопрос, и, конечно, там были вопросы и финансового обеспечения, и вопросы обучения кадрового обеспечения, подготовки кадров и вообще всей системы внутри работы кадров. У нас были выездные заседания комитета, это Мирнинский район, Нерюнгринский район, потому что мы там видели в промышленных районах это самый большой дефицит кадров, учебных кадров. И мы по результатам этой работы мы увидели, что в течение уже 2024 года администрациями этих районов, и других районов предприняты несколько вообще шагов, таких, которые в финансовом выражении озвучены, выражены, и которые уже сегодня дают реальные плоды, можно сказать, о Нерюнгринском районе, которые приглашают врачей из других регионов, которым они будут оплачивать по миллиону, потом после работы 5 лет оплачивают 2 миллиона, если они остаются дальше работать, они такую систему, поддержки приезда, то есть медицинских кадров в регион, у себя в район, они такое сделали. Мирнинский район с помощью компании «Алроса» точно такую же систему поддержки тоже начал делать. Ленинский район тоже, они в этом направлении работают. И есть ряд районов, которые работают в данном направлении в поддержке. Это даже Нюрбинский район, мой родной Нюрбинский район. Они тоже в этом направлении в поддержку кадрового обеспечения медицинскими работниками. Они тоже работают и со своих, тоже с бюджета района, тоже выплачивают приезжим, докторам, медсестрам, тоже среднему медицинскому персоналу определенную сумму. И результатом всей этой работы, конечно, стало принятие постановления на последнем пленарном заседании весенней сессии. Это обращение правительства Российской Федерации, нашего Государственного собрания Иль-Тумен по предложениям, которые были внесены в работе внесение изменений постановления правительства Российской Федерации по вопросам кадрового обеспечения здравоохранения. Это касалось по земскому доктору, земскому фельдшеру. Мы говорили еще о продлении этой программы, предложение внесли, коллеги. Потом мы внесли предложение по повторному участию, которые ранее участвовали в этих программах,
тоже повторное участие, такое предложение было внесено. И, конечно, внесено предложение о сохранении, то есть о закреплении вот этих кадров, которые пришли работать в районы, в наши села, да, чтобы они закрепились там на местах, тоже финансовые такие преференции. Эти предложения рассматриваются, ну и мы сейчас, конечно, получили ответ с правительства Российской Федерации, что эти такие преференции, они могут приниматься именно самими регионами и так далее. Мы, конечно, этот вопрос дальше будем прорабатывать. Ну и ряд вопросов тоже касалось по поддержке медицинских работников, бюджета медицинских учреждений. Это проезд, оплата проезда в отпусках тоже, гарантии тоже были проработаны, и они сегодня, лечебные учреждения, на законном основании могут использовать средства ОМС для оплаты проезда в отпуск своих работников, да, и их родственников. Ну и самый такой тоже очень вопрос, который все мы говорим, это по ограничению табакокурения. Наш комитет тоже инициировал ограничение курения в местах пребывания детей, это автобусные, в общественных местах. Оно как бы принято обществом положительно очень, но были, конечно, и отрицательные моменты. Но это, конечно, имеет место быть, не все законы просто на ура не идут, поэтому они имеют место быть. Да. Николай, вы сказали как раз о выездных заседаниях, да, вашего постоянного комитета в районы, в улусы нашей республики. Вот, недавно вы побывали в Ленском районе, где тоже состоялось выездное заседание. Ну, тема там другая была уже, оказание медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях, ну, где вы все приняли участие практически. Здесь есть те, кто непосредственно, Иван Петрович, вот тоже принял участие, да, и вот Афанасий Васильевич, пожалуйста, об этом вам слово. Значит. Так, ну, вопрос, конечно, стоит давно, вопрос системы здравоохранения именно в образовательных учреждениях. Этот вопрос, конечно, но это, скажем так, не самое главное нововведение, потому что это в советское время все-таки работало. Мы хотим вернуться к этой системе для того, чтобы постоянно следить за здоровьем наших детей от детского садика и в течение школы. Потому что система должна работать вместе, и тут вопросы были насчет кадрового финансирования. Наши врачи, которые работали в школах тогда, они не аттестовывали в системе здравоохранения, потому что зарплату получали в системе образования. Вот эти вопросы как раз мы и должны внести до 1 сентября этого года. И поэтому вопрос очень интересный. И самое главное, ожидаемый во всех учреждениях по всей республике. Ну, это, конечно, тема прозвучала и в послании, в общем-то, главы республики Александра Сергеевича Николаева, как поручение. Как поручение, и он поставил задачу до 1 сентября этот вопрос решить. Да, Иван Петрович, что добавите тоже по сказанному? Вообще, какие вопросы еще поднимали население, да, перед членами вашего постоянного комитета, народными депутатами там? Какие районы там присутствовали? С каких территорий? Спасибо, Юрий, за вопрос. У меня коллеги Светлана Николаевна и Афанасий Васильевич уже затронули большой спектр тех вопросов, которые сейчас в комитете прорабатываются, что касается непосредственно выездного заседания, которое прошло в Ленском районе. Понятно, что приняли участие районы, которые близ Ленского района расположены. Это Алёквинский, Мирнинский, Сунтарский, в первую очередь, это очное участие. Плюс к этому у нас была трансляция по видеоконференц-связи, и это позволило подключить все районы республики, чтобы они хотя бы понимали, в каком направлении мы двигаемся. Вы сделали акцент на послание главы республики, в котором Александр Сергеевич в конце декабря 2024 года обозначил четкую задачу, что 1 сентября 2025 года у нас школьная медицина должна заработать в том виде, в котором она была ранее, и еще с дополнительными функциями. И вот как раз в рамках обсуждения был приняты соответствующие
следующее решение комитета, по которому вот недавно под руководством Светланы Николаевны прошло и рабочее совещание с приглашением Министерства образования, Министерства здравоохранения, других заинтересованных структур по тому, каким образом это законодательно отрегулировать и отрегулировать на уровне органов исполнительной власти республики. Потому что, понятно, есть часть полномочий, которые мы как законодательные должны определить и передать их органам государственной власти, и дальше они уже внутри у себя определиться, кто за что отвечает. Понимание, главное, есть, что и у Министерства образования, что и у Минздрава, что реализация поручения главы должна быть. Сейчас необходимо разработать региональный стандарт оказания медицинской помощи именно в школах. То есть мы же понимаем, что школы в республике разные. Это и город Якутск, который в школах численность доходит до 2000 учащихся, и малокомплектные наши школы. И особенно остро встает вопрос кочевых школ. Тут тоже вопрос, как его правильно отрегулировать, ведь фельдшер не будет вместе с кочевой семьей и самой школой кочевать по нашим просторам тундры в Арктике. Здесь тоже много нюансов, потому что это все связано с лицензированием медицинской помощи. Вот здесь мы пытаемся найти тоже совместное решение. Главное в этом, что у всех понимание есть, что это все делается для того, чтобы... Да, и понимание процесса, что это необходимо сделать. И мы же понимаем, что это делается все для нашего будущего. А будущее — это дети, а дети должны быть здоровыми. И вопрос профилактики заболеваний, вот о чем Афанасий Васильевич тоже сказал, что у нас должна быть бесшовная связь между детским садом, школой, чтобы дети на выходе из школы выходили максимально здоровыми. К сожалению, сейчас ситуация несколько иная. А в какие сроки вот вы планируете реализацию вот этой инициативы, да? Ну, конечно, я думаю, что у нас в республике 600 где-то школ, да, если я не ошибаюсь. 614 школ. Из них в 200 школах, может быть, еще есть где-то, да, вот похоже что-то. Вот, ну, тут как раз вопросы кадровой подготовки. Вот здесь вот по кадрам здесь надо как-то, видимо, тоже возникает проблема. Сейчас вот вопрос идет, отрабатывается. Есть наши базовые медицинские колледжи, Алданский медицинский колледж, да, Нерюнгридский базовый тоже медицинский колледж. Они уже готовы в этом году принять фельдшеров для последующей работы. И есть такая проработка, что те выпускники медицинского колледжа, нашего фельдшера, то есть лечебное дело фельдшера, это основные наши силы, которые должна будут работать в школах, да, они должны идти именно в направлении школьной медицины. И очень отрадно, что сегодня наш головной вот медицинский базовый колледж якутский, да, они уже начали серию подготовок именно фельдшеров в этом направлении, именно для работы фельдшеров в школах, медицинских школах. Ну и надо отметить, что это не на пустом же месте будет. Медицинские учреждения в республике, они все равно в какой-то степени сохранили у себя в системе вот эту часть медицинская, но это не полная была. И поэтому вот сказать, что полностью там нулевая система кадровой подготовки тоже нельзя. Есть где-то 35-40% подготовленных кадров, которые они сейчас сразу должны влиться вот в эту систему. Потом еще подойдут вот те, которые работают в образовательной системе, мы их тоже должны принять. Но перед этим должны их провести аккредитацию, подготовку, обучить их. Вот эта система сейчас должна пройти. И вот это вольется. Потом еще вот этих выпускников подождем, они тоже вольются. И будем уже готовить в последующем, не хватающие Ну вот дополню Светлану Николаевну в этом вопросе. Я был вот в 5 районах после того, как мы провели заседание. Амгинский, Усьмайский, Мегино-Кангаласский, значит, и вот еще с этой стороны у нас часть районов, Намский, Кангаласский. Вот я встречался и с главами улусов нашей республики и задавал им вот главный вопрос: а вы сами готовы сейчас перейти? Потому что мы понимаем, что сейчас полномочия находятся у глав муниципальных образований, в области образования это переданные полномочия, и их сейчас задача
как раз-таки вот эту систему вместе с системой здравоохранения отработать. В большинстве случаев главы района сказали, да, мы готовы к такому переходу, у нас в большинстве школ фельдшера есть, меня многие районы даже порадовали, что там 80-90% медицинские работники там есть. Но понятно, и Светлана Николаевна об этом говорит, что кадров еще охватить там все 600 школ пока на данный момент нет, но эта задача вот их как раз подготовить, сейчас программы для этого существуют. Ну, в городе Якутске все-таки, наверное, чуть полегче, да, Иван Петрович, согласитесь, или как? Да, знаете, у нас население это в Якутске за последние 5 лет выросло на 50 тысяч человек, да, и говорить сходу, что у нас во всех школах будет сразу фельдшер, достаточно тоже сложно, потому что мы прекрасно понимаем, что в больших школах, а это вот где 2000, это по большому счету целый педиатрический участок, и там уже речь идет, возможно, даже не фельдшера, да, а врач уже нужен. И еще сложности здесь в городе Якутске тем, что у нас не все так просто. Не то, что все так просто. У нас несколько смен, 2-3 смены обучающихся. Вот есть, вот я только знаю, вот 19-ю школу, мою любимую, на птицефабрику, они перешли в односменную работу. Это очень большое достижение. Ну, там у них дополнительный пристрой, ну, и так далее. Здесь, в городе Якутске таких школ, наверное, только по пальцам пересчитать. Основные школы, они все работают в 2-3 смены. Вот здесь вот полностью обеспечить, чтобы пребывание врача, то есть медицинского работника с утра до вечера, чтобы там был медицинский работник, это будет очень много таких механизмов применить для того, чтобы это обеспечить. То есть по срокам, если говорить, то это как бы еще надо подождать, да, какое-то время? Да, ну, Егор Анатольевич может про Вилюйский район сказать. Давайте, Егор Анатольевич, что-то у вас, наверное, есть какой-то... Да. Ну, в большинстве от коллег, получается, я живу и работаю в Вилюйском районе, и в Вилюйске, например, вот сегодня утром приехал. Вообще, что касаемо школьной медицины, да, ну, в Вилюйский группа района, я скажу такое, то, что вот Иван Петрович сказал, но большинство у нас коллег, они у нас и стали гигиенистами. В ходе последних событий там требования поменялись, законодательство. Из-за этого сейчас обратно их переобучать, это, ну, скажем, легко, потому что они совместно и там работают, и здесь у нас получается, в районных больницах они все отрабатывают и работают. Вот сейчас недавно разговаривал с Дмитрием Анасьевичем, вот буквально вот в прошлом году мы открыли в Вилюйске, это медицинский колледж, филиал медицинского колледжа, и там же у нас, получается, идет подготовка фельдшеров. Вот эти все фельдшера, которые сейчас работают, они пойдут в школу, например, да? У нас практически сейчас уже вопрос второе стоит, да, например, обновление кадров, например, да, что необходимо будет, чтобы, получается, именно с ребятишками начать уже работать, да, именно в плане того, что, получается, они уже были, так скажем, отдифференцированы в плане заболеваний, что, получается, мы... И потом, получается, вот эти наши работники, которые там работают, они, получается, интегрировались в нашу систему образования, здравоохранения, да, систему образования, например. Но это практически у нас ставлено, но надеемся, то, что мы пройдем эту Вилюйскую группу районов безболезненно, так как у нас, получается, все это у нас было. Но надеемся, то, что мы обратно и поставим, и медицинские колледжа, которые находятся, вот коллега тоже с Синтарского района, там тоже есть филиал открытый, у Нюрбе открытый филиал. Ну, везде имеются филиалы, вот, медицинских колледжей. Ну, единственное... Ну, то есть база подготовки есть, в общем-то, да, вот таких фельдшеров среднего звена. Да. Это самая главная сила будет, фельдшера. Да. Это главная сила. Врачей и педиатров, их не так много будет, но они основные, ну, курирующие такие тоже будут. Основная сила – это наши фельдшера. Так, ну, в основном, конечно, среднее специальное учебное заведение только вот будут загрузку нести, да? Какие-то специальные, наверное, нужно вводить, и, наверное, какие-то... Ну, их по республике 4, кто готовит фельдшеров. Плюс вот Якутский базовый медицинский колледж, он активно идет по пути того, что он создает свои подразделения в районах республики. В районах. Да, вот уже коллеги перечислили, и это позволяет, во-первых, вот обеспечить ту бесшовность, о которой мы говорим, то есть ребята, которые из этого же района, им никуда не надо выезжать, в город Якутск обучаться, они здесь же, при больнице. Больница, так как в основном у нас многопрофильные, все равно там есть и поликлиническое отделение, и стационар разнонаправленный, и поэтому они готовятся по всем видам, тут же на месте. И тут же они в своем родном районном центре или селе остаются работать. Вот это и есть та задача, с которой мы сейчас вместе работаем и по кадрам, то, что сказала Светлана Николаевна, и по оснащению школьной медицины. Так, ну у нас осталось буквально где-то минута, да, меньше минуты. Светлана Николаевна, а что у вас в планах по дальнейшим выездам, вот таких же организаций выездов?
Да, у нас комитета по районам. Мы вот сейчас вот вначале отметили, да, работа по посланию главы республики, Государственного собрания Илтумен. Первый вопрос — это школьная медицина. Да. И второй такой вопрос, очень тоже болезненный вопрос, да, это вопрос алкоголизации населения. И вот недавно был круглый стол, и продолжение этого будет и комитет в этом направлении работать. Еще есть несколько направлений работы, которые тоже будут как бы очень как бы активно обсуждаться в нашем комитете. Хорошо, Оксана Николаевна. Уважаемые телезрители, радиослушатели, во втором блоке мы продолжим нашу передачу, встречу с народными депутатами Госсобрания Илтумен 7-го созыва. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза, и вновь вернемся в нашу студию. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы продолжаем наш прямой эфир. Напомню, у нас сегодня в студии председатель постоянного комитета Илтумен по охране здоровья Светлана Николаевна Давыдова, народные депутаты Иван Петрович Луцкан, Афанасий Васильевич Постников и Егор Анатольевич Григорьев. Тема передачи о работе постоянного комитета по охране здоровья парламента. Уважаемые телезрители и радиослушатели, телефон прямого эфира 32 2066 и 32 1166. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните нам прямо в студию. Ну что ж, сегодня актуальная тема у нас в целом по республике. Это отчеты правительства Республики Саха-Якутия перед населением за работу в 2024 году. В наших районах, вот, Улусах проходят эти отчеты. В городе Якутске тоже вот недавно совсем завершились эти отчеты. И они уже с 3 февраля у нас продолжаются в республике до марта месяца. Ну и народные депутаты тоже активно принимают участие в этих отчетах. Я думаю, что каждый из наших сегодняшних участников, собеседников об этом скажет. Пожалуйста, Афанасий Васильевич. Так, ну, у нас в Сунтарском районе тоже отчеты правительства прошли, объездили все поселки. Кроме этого, те поселки, которые не охватили, я еще дополнительно объездил. Конечно, вопросов очень много. Это, конечно же, вопросы по увеличению ЖКУ, субсидий, да, это и увеличение цен. Ну и вопросы здравоохранения тоже очень остро стоят именно в селе. Это и подготовка кадров, и самый главный вопрос Сунтарского района — это вторая очередь районной больницы, строительства. Наконец-то мы услышали даты, что до 30-го года в федеральной программе наконец-то у нас будет в Сунтарском районе строительство, и вот это людям дает надежду для того, чтобы вот именно готовить кадры на местах. Самый главный вопрос, когда меня спрашивают, когда у нас будет врач, я у них спрашиваю, а вы его подготовили? Потому что вопросы подготовки врачей, это нужно закладывать еще с 4-го, с 5-го класса, чтобы дети выбрали биологию, химию. Арсений Сергеевич очень правильно говорит, когда вот было январское совещание образования, да, он сказал, уровень выбора упал до критически. То есть дети уже не стали выбирать, вот, сейчас уже не выбирают биологию и химию. А если мы эти кадры не будем готовить, кто ими будет заниматься? Мы же не будем приводить со стороны людей. И поэтому ставить надо вопрос именно таким образом, чтобы в селах сами готовили кадры, а потом уже нужно будет подключаться по высшей школе и по другим направлениям. Ну, основные профилирующие предметы, конечно, в школах — это биология и химия. Для того, чтобы поступить в медвуз, да? Даже в тот же колледж, наверное, там тоже сейчас требования. Конечно, и физика обязательно. Сейчас и физика обязательно, без физики конечно. тоже. Потому что вот высокотехнологические приборы будут там стоять, обслуживать их надо, и вот все это без физики тоже не пойдет. В колледж сейчас поступают по среднему баллу аттестата, там нет экзаменов. Нет экзаменов, но там тем есть не менее, собеседование. все-таки какое-то представление должно иметь, наверное, должен быть абитуриент в любом случае. Ну, в основном все, кто средний балл 5, там 4,9, они поступают. Вот хуже с теми, кто учился в 11 классе с тройками, с четверками, и даже полухорошисты, полуотличники, у них тоже есть проблемы.
Так, Егор Анатольевич, пожалуйста. Ну, я скажу следующее, то, что вопросов про здравоохранение чуть-чуть меньше нынче поступало почему-то, да? Да. Но это радно, то, что мы начинаем уже наглядно народ видеть, то, что идет строительство везде, врачами обеспечиваем, фельдшерами обеспечивается. Тут вопросы у нас, вопросом ставили это переданное полномочия по сельскому хозяйству. Оказывается, очень сильно беспокоит, потому что у нас производственники, которые работают в сельском населенном пункте, некоторые части они не понимают. Там больше десятка полномочий. Да, из-за этого вот вопрос очень многие ставили. И вторым вопросом уже стоит насчет строительства, как и было в прошлые годы, это строительство школ. У нас более 3 школ, которые сейчас находятся в аварийном состоянии, очень, так скажем, буйно тоже обсуждали среди населения, и начали они говорить, что надо вот ставиться это. И, конечно же, строительство, они видят, что у нас строятся очень хорошие фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, и они вот требуют, чтобы вот такие же пункты, они были у наших, во всех населенных пунктах. Вот все вопросы, которые обсуждались, по этому вопросу мы дали определенные ответы. Ну, вот на территории городского округа города Якутск тоже прошли вот отчеты, да, Иван Петрович? Вы тоже отчитывались? Да. И, пожалуйста, какие там вопросы возникают у горожан наших? Ну, мне, наверное, даже вдвойне повезло. Я и принимал участие в ряде отчетов в районах республики и в городе Якутске в 2 отчетах, потому что Центральный избирательный округ, он включает в себя территорию 2 административных округов столицы. Это территорию, значит, Октябрьского и Центрального округов. А на отчете в районе вот был вот из таких самых запоминающихся, это Амгинский улус, в котором вот говорят же, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот четко по территории сразу понятно, чем занимается район, чем он живет и какие вопросы люди там задают. Например, вот сельчане наши, да, с учетом того, что там отчитывался министр экологии и природопользования Евгений Ильич Перфильев, тематика экологии, река Амга и все, что с этим связано, была в основной повестке этих вопросов. То есть это и лес, это вопросы котельных, угля, воды, водозаборных сооружений, водоочистных сооружений. Следующий вопрос — это развитие сельского хозяйства. Вот как раз Егор Анатольевич сказал о том, что вопрос передачи полномочий по сельскому хозяйству, который был принят в прошлом году Госсобранием Алтумен на местный уровень, он должен снять вот как раз эти вопросы у населения, потому что теперь уже органы местного самоуправления, главы муниципальных районов будут внутри принимать решения поддержки тех отраслей сельского хозяйства, которые в первую очередь в этом районе активно работают и соответствующую сельскохозяйственную продукцию производят, и в том числе ее экспортируют в соседние территории. Что же касается города Якутска, понятно, что город живет немножко в другой парадигме, есть и другие совершенно вопросы. Вопрос сноса ветхого аварийного жилья, несмотря что округ центральный, он все равно есть, потому что в центральный округ входят и дома вот Петра Алексеева, вот та сторона, частный сектор вот за улицей Лермонтова, туда как уходит. Поэтому это все равно остается в повестке дня, хотя соответствующие программы приняты, мастер-план города Якутска принят до 2032 года, в рамках которого как раз-таки есть задача снести все ветхоаварийное жилье в городе Якутске. Задача весьма амбициозная, на это соответствующее финансирование по годам выделяется, в том числе львиная доля — это привлечение федеральных средств, но и за них каждый раз необходимо бороться. Вопросы благоустройства дворовых территорий. Люди в городе хотят, чтобы выходить в свой двор, чтобы была детская площадка, парковочная зона, озеленение. Вопросы дорог, вопросы, связанные с движением автобуса, вот та реформа автобусного транспорта, которая вызвала большое обсуждение среди горожан, и она до сих пор продолжает находить вопросы на отчетах окружной администрации, и окружная администрация держит ответ на них. Что было сделано, каким образом планируется где-то подкорректировать график движения маршрутов. Но надо отметить, что вот по сравнению с началом реформы и вот на сегодняшний день количество жалоб сократилось,
здесь разные могут быть причины. И то, что люди привыкли, может быть, да, и где-то кто-то свыкся, может быть, и количество автобусов стало больше. Поэтому вопросы разные, по каждому из них мы стараемся всегда тоже подключаться и давать ответ. Вопросы, которые сегодня здесь прозвучали, эти проблемные вопросы, да, конечно, и экология и так далее, наши дороги в том числе. Вот, и все-таки это влияет на здоровье человека, Светлана Николаевна. Все-таки вот эти вопросы, они взаимосвязаны, конечно, в конечном итоге вот со здоровьем населения, со здоровьем каждого человека, каждого якутянина. Ну вот у нас, например, вы тоже отчитывали здесь в городе у нас, в Якутске, борьба с алкоголизацией населения, борьба с этим лжекафе, алкоточками, он же продолжается. Ваш комитет поддерживает эту политику? Ну, я уже как ранее отметила, что в послании главы конкретно было сказано, что мы самоуспокоились после того, как ввели систему трезвых сел, да, ограничения как бы продажи алкоголя, розничной продажи алкоголя, да, и это, конечно, большую роль играет. Вот недавно был круглый стол по этому вопросу, по трезвым селам, и мы конкретно Министерство здравоохранения показала такую прямую связь состояния здоровья от, значит, вот этих трезвых сел. Там прямая связь трезвых сел со смертью, связанная со смертью алкоголь-зависимыми заболеваниями, алкоголь-ассоциированными заболеваниями. И когда мы вот все вот эти присутствующие участники вот этого совещания увидели, они поняли, что все-таки наша республика в правильном направлении идет, что все-таки вот эти трезвые села, они играют основную роль именно в оздоровлении населения, да. Но в то же время, конечно, она как бы однобока, да, мы понимаем, что вот это все трезвые села, вот эти трезвые села, они потеряли в своем поступлении, финансовом поступлении, налоговом поступлении какие-то денежки, но в то же время они должны иметь, мы понимаем, что какие-то преференции. И сегодня вот именно депутаты выходят с инициативой, чтобы вот именно трезвые села, именно районы, у которых больше трезвых сел, они должны иметь преференции, когда идет формирование бюджета этих районов с учетом количества таких вот сел. И это, наверное, тоже должно свою роль сыграть. И, наверное, сегодня надо говорить о том, что мы вот говорим об ограничении там времени продажи, ограничения территории продажи, там дистанции, расстояние продажи и так далее. Она, конечно, роль сыграет, да, но в то же время мы должны, вот сегодня говорим о школьной медицине, мы должны говорить о том, что мы должны вырастить именно то поколение детей, которые сами неприязненно относятся к приему алкоголя. А это только идет, когда мы этих детей воспитываем со школы, с садика, да, и это должно быть именно мы должны вырастить именно то поколение детей, которые не воспринимают саму по себе алкоголь. И это будет, конечно, большим достижением. И то, что мы сегодня говорили о школьной медицине, и это целевое тоже наше направление, потому что мы понимаем, что в школах мы должны вырастить здоровых, будущее наших здоровых детей, которые родят и вырастут тоже здоровое поколение. Вот я про трезвые села несколько критичное замечание сделаю, да, это хороший, замечательный проект, который несет благое зерно. И вот Светлана Николаевна правильно говорит о том, что да, надо поддерживать их финансированием, но некоторые нерадивые главы муниципальных образований гонятся исключительно за этим финансированием, забывая о главной ключевой задаче этих трезвых сел. Там действительно не должно быть алкоголя. А потом появляются разные новостные сюжеты, что вот, пожалуйста, в данном селе там такой-то товарищ на фоне злоупотребления алкогольными напитками совершил какое-либо правонарушение или преступление. Вот в таком случае финансирование надо снимать и действовать достаточно жестко. Потому что если уж назвался грузнем, полезай в кузов и выполняй те задачи, которые ставят перед собой трезвые села. И понимание у населения должно быть, почему это село трезвое, и за этим идет соответствующее финансирование. Так, что думают наши коллеги тоже? Так, ну, у нас во время отчетов стал очень интересный вопрос. Вот параллельно с алкоголизацией люди уже требуют контроль над сахаром. Вот питание наших детей, вот это Кока-Кола, всякие, да, еду,
вот именно то, что вот мы должны провести параллельную линию по правильному питанию именно в учреждениях образовательных. И этот вопрос тоже сейчас на повестке дня. Я думаю, что на каком-то общем собрании мы тоже этот вопрос тоже... Да. Просто люди требуют уже контролировать продажу сахарных продуктов. Так, Егор Анатольевич, ваше мнение по этому поводу? Скажу я профессионально свое мнение, так как я являюсь наркологом. Вот тем более, вам карты в руки. Нет, вообще тут вопрос возникает в следующем, да, например, почему люди перестали обращаться к наркологии? Они боятся. То, что его возьмут на учет, это лишение прав и лишение, как говорится, волчий билет, да, получается. Получает и все, например. Из-за этого мы какую-то часть населения потеряли, как в качестве врачей-наркологов, да, например. Они к нам не приходят, они боятся, что, получается, они начинают нас видеть как надзорный орган. Все, приехал, все взял, нарколог плохой человек, и в конечном итоге он не лечится. При этом, получается, он алкоголизируется и превращается в бытовую пьяницу, например, да. Вот Иван Петрович правильно говорит, да, например, он видит в плане финансирования, что необходимо сделать, как я врач говорю, как нарколог, да, говорю, то, что они должны к нам приходить. И в законодательном этапе надо чуть-чуть смягчить в этом отношении, потому что вот это все дело, наоборот, мы теряем отношения, так скажем, с пациентами, например. Они боятся. Грубо говоря, они начинают уже наоборот уже думать и прятаться по углам. Негативные отношения. Они приходят к нам, они должны наоборот к нам являться и говорить свои проблемы. А сейчас он скажет, нарколог сейчас ввели, да, например, тестирование, да, психологическое, как психиатры говорят, да, например, и там, не дай бог, выявить что-то, например, что, получается, меня лишат оружия, например. Вот это все и есть, например, они скапливаются. Очень много вопросов. Надо вот эти вопросы решать именно в плане законодательном уровне и чуть-чуть дать, так скажем... Светлана Николаевна, вот вам, значит, тогда карту тоже в руки, как говорится. Что, какие законодательные инициативы тогда будем ждать от вашего комитета постоянного, членов вашего комитета? В последующее время. Это, как говорится... Что в планах у вас? Полностью ограничениями, вот многие депутаты говорят, полностью ограничениями и штрафами ничего не сделаешь, не решишь. Да. Должно быть и обязательные какие-то преференции. В любом случае. И вот, Егор Анатольевич же тоже останавливается на этом, да, вопросе по алкоголизации. Это же приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это не в законах написано. И поэтому, вот, если, коллеги, мы здесь пообсудим потом, это тоже очень хорошие вопросы для обсуждения в последующем. Вот. В последующем это вопросы... Это же мы проговариваем сегодня именно то, что мы должны будем делать в последующем. Вот. Ну и, конечно, следующая тема нашего, значит, разговора, думаю, что осенней сессии мы и весенней сессии мы должны будем уже начинать говорить о льготном лекарственном обеспечении. Это, конечно, очень один из таких острых вопросов, который стоит перед сегодня региональным министерством здравоохранения. Это очень больной вопрос, и думаю, что мы этот вопрос начнем весеннюю сессию и должны вот реализовать в течение осенней сессии. Так, что еще добавить? У нас остается еще минута с лишним. Так, Иван Петрович. В первую очередь хочется добавить то, чтобы вот вопросы, которые связаны, да, вот со здравоохранением, которые задавали и по узким специалистам и так далее. Сейчас, с учетом того, что у нас идет трансформация системы здравоохранения, и уже здравоохранение это не то, которое было 20-30 лет тому назад. Сейчас очень много современного медицинского оборудования, есть возможность проводить телемедицинские консультации, и порой отпадает необходимость непосредственно диагноста держать вот в отдельно взятом звене. Может быть оператор, который быстро соберет все эти анализы и гораздо быстрее, потому что врач все равно назначает эти анализы, направит через телемедицинскую консультацию, мы получим результат. Поэтому хочется пожелать всем здоровья, чтобы все были понимания, что здравоохранение не стоит на месте, оно всегда меняется, и народные депутаты республики стараются делать все возможное, чтобы создать условия для этого развития. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, телезрители, я хочу сказать спасибо сегодняшним собеседникам, народным депутатам Госсобрания Иль-Тумен. На этом наша передача сегодняшняя подошла к концу. Ее провел редактор Юрий Сергеев. Всем новых дел, достижений. До свидания.